Добрый день, дорогие друзья и все, кто с нами. С вами «Голос за кадром» и я ведущая Арина Дучи. Сегодня у меня в гостях Саид Бея. Саид, здравствуй. Здравствуй. Все мы когда-то с вами слышали фразу «Дети – это наше будущее». Ведь именно дети – это продолжение рода. Продолжение традиции. Они воплощают надежды и стремления предыдущих поколений и формируют будущее общества и страны. Сегодня у нас в гостях человек, который не понаслышке знает об этом. Автор замечательной книги «Рождение человека». Эта книга не просто сборник советов, это глубокое размышление о воспитании, педагогике и тех острых проблем, с которыми сегодня сталкивается каждая семья. У нас сегодня есть эксклюзивная возможность одним из первых узнать историю создания этой книги. Саид, что вдохновило тебя на написание книги? Ну, прежде чем я начну, я бы хотел поблагодарить тебя, Арина, за то, что все-таки ты нашла время. Ты знаешь, мы долгое время обсуждали то, как, когда и как мы будем делать это интервью. И назовем ее такой мини-презентацией. Да, это правда, ровно 2 года назад я сказал тебе о том, что я уже работаю над книгой. Как она родилась, и вообще эта идея очень интересна. Я с класса с 10, с 11 у меня был свой ежедневник, и я записывал туда свое настроение, свои мысли, свои переживания. И потом уже, когда я обрел семью, у меня появились дети, вот, у меня возникла такая интересная идея, я вел ежедневник именно для них. Я понимаю, что мы не вечные, и я понимаю, что, работая в школе, особенно работая с детьми, я понимал, что не все дети, особенно родные, будут слушать своих родителей. Как правило, у них возникает некий протест практически по любому поводу. Но дети взрослеют, и я бы с большим удовольствием, например, прочитал какие-то советы своего дедушки или своего отца, написанные им, его переживания, его путь. Да? Может быть, ясно, что я не пройду этот путь вместе с ним, но однако вот мне бы хотелось бы почитать, проникнуться мыслями своих родных, может быть, даже того же прадеда. И как бы задался такой целью, а потом, когда уже стал работать в школе и был директором школы, и уже по уходу мне захотелось написать книгу. В принципе, я пишу об этом. То есть разные причины были тому, что я над ней работал. Если честно, в общей сложности я над книгой поработал, наверное, не больше 3 месяцев, но растянулось это больше, чем на 2 года. Я не могу давать ей оценку. И оценку дадут читатели. Обязательно дадут оценку педагогическое сообщество, родители в том числе. Если ты заметила, у книги нет завершения. То есть эта книга не оконченная. Я так главу я назвал, потому что эта тема, она слишком объемная, и у нее нет конца и края. И нет такой некой золотой формулы, истины, да, по которой вот Саид сказал, или какой-то другой педагог, или, возможно, родитель. Эта тема всегда открыта, эта тема всегда для дискуссий, именно педагогика, родительство, система образования. Я не знаю исторически ни одного человека, ни одного ученого, педагога, родителя, который был бы доволен системой образования не только сегодня, но и в предыдущие века, столетия. Это хорошо, что общество требовательно к определенным стандартам, да, требовательно к педагогам, к самим себе. Это хорошо, потому что это является локомотивом развития образования в целом и вообще институтов, государственных институтов в том числе. Возвращаясь к теме, причины того, что я написал, причин много, и я бы сказал мотивации. У меня была мотивация. Такие люди, как ты,
меня мотивировали, потому что я помню, после интервью ты постоянно спрашивала, ну что там с книгой, ты работаешь над ней или нет, но это творчество, и невозможно себя просто прийти, заставить, сказать, вот я сегодня сяду и напишу там 30 страниц. Нет. А потом в один момент, буквально это было, ну, наверное, полгода назад, просто в один момент, в один присест я сел и стал писать, и писать, и писать. Но при этом я очень много читал. Если ты заметила, очень много ссылок на классиков. Ну, конечно же, ссылался на личный опыт. Какие-то темы не раскрыл, в принципе. Некоторые истории я оставил закрытыми. О некоторых историях я вообще не говорил в этой книге. Они слишком болезненны были бы, мне кажется, и для тех, кто читает. Моя цель — достучаться до зрителя, до читателя, сделать для нашего... Мне хочется, чтобы для нашего общества эта тема сегодня была темой номер один. Потому что воспитание будущих поколений, нашего поколения, молодого поколения и обучение, образование, мне кажется, это тот самый спасательный круг для нашей нации. Вот мне так кажется. Поэтому воспитание и обучение очень тесно связаны. Они идут рука об руку друг с другом. Фраза «учить нельзя наказывать» — это центральный тезис книги. Как ты пришел к этой формулировке и что она означает лично для тебя? Очень часто, когда я писал, ну, чтобы ты понимала, я могу на «ты», да? Когда я писал, ну, скажем, у меня выходит там 3 страницы, 4 страницы, и я на эмоциях счастливый обязательно должен был кому-то это прочитать. Ну, понимаешь, кому я читал дома, это мои дети или моя хозяйка. Соответственно, она давала какую-то оценку этому. И когда я уже завершил работу над книгой, относительно все равно там были все постоянные исправления. И тогда вот я подумал, ну, надо бы какую-то цитату, вот она просится. И у меня все в голове, я все это обдумывал. Как бы главный посыл, когда человек не просто, пока еще не открыл книгу, мне захотелось, чтобы каждый человек поставил для себя запятую и выбрал главный тезис для себя. И мне кажется, ну, здесь нельзя поверхностно воспринимать эти слова. Просто нужно вникнуть, сделать паузу перед прочтением и понять, что я хочу донести до читателя. Это известная фраза, да? Но не фраза, я ее немножко просто переделал. Учить нельзя наказывать. Учить нельзя наказывать. Ну вот пусть каждый ставит для себя запятую. Эта книга — манифест в защиту детства. Она о том, что истинное воспитание — это не система запретов и наказаний, а искусство создания личности. Саида, интересно услышать твое мнение. Как помочь ребенку родиться как человеку свободному, мыслящему, ответственному? Спасибо за комплимент. Манифест — это очень громко, наверное, но знаешь, Арина, работая в школе, особенно последние годы моей деятельности, вот я ощущал себя адвокатом, но мне еще и хотелось быть защитником каждого ребенка. Мне хотелось быть защитником каждого ребенка и учителя, наверное, при том, что я очень требователен к некоторым аспектам нашей деятельности, к себе, к своим коллегам. Но мне захотелось, чтобы каждый ребенок был защищен. И вот в этой книге я поднимаю проблемы. И если ты заметила, я в основном говорю о проблемах. Если ты заметила, я не говорю о каких-то наших супер успехах, я не говорю о том, что нам там удавалось сделать. У нашего коллектива были успехи, и они есть и сегодня. Но эта книга не об этом. Эта книга, я в этой книге как бы поднимаю
проблемы, которые я видел. И я понимаю, что эти проблемы, возможно, не будут решены здесь и сейчас, прям сегодня же. Но мне хочется, вот манифест защиты детей, ты сказал, вот мне хочется в защиту этих детей написать об этом, что все об этом услышали и не обвиняли детишек в том, что они такие, какие они есть. Потому что они, как правило, становятся такими озорными, непослушными и в некоторой степени, как любят называть, невоспитанными из-за нас, взрослых. Там, вопросы проблем института семьи возникает, вопрос проблемы общества. У общества тоже есть ценности, и они тоже формируют кругозор ребенка, ценности учителя. И когда эти все ценности не совпадают, у нас появляется вот такой ребенок, которым все недовольны. А кто-то должен о нем думать. И вот мне хочется быть тем, кто о них думает. На 9 странице есть абзац, на который невозможно не обратить внимания. Значит, цитирую. Могут ли одинаково воспитать достойного человека преступник, ученый, тюремный надзиратель, учитель, художник, таксист, крестьянин, военный хирург, политик? Саид, так могут ли одинаково воспитать вот они достойного человека? Вот такая мысль у меня родилась, я ее записал в книгу, но вот и интересно, почему это? Это же очевидный вопрос, что нет. Это же очевидно. Но в своей деятельности я сталкивался с тем, что почему-то мы не задаем себе таких вопросов. Я вам даже больше скажу. Очень часто в педагогической среде говорят, что больше всего страдают дети учителей. Почему? Потому что учитель, настоящий учитель, он погружается в свой класс, в свою деятельность, и зачастую у него реально не хватает времени на своих родных детей вот дома. Я вам расскажу простой пример. Моя первая учительница начальных классов, учитель от Бога, Амельяненко Галина Константиновна. Я ее безумно любил. К сожалению, ее уже нет с нами, и она нас никогда не ругала. То есть я не помню, чтобы она нас ругала. Если она делала замечания, она звала меня к себе там, и говорила на ушко, что вот так поступать нельзя, так говорить нельзя, не выкрикивай. Тихо, спокойно, спокойным таким голосом, я до сих пор его слышу. Понимаете? То есть до сих пор этот голос я могу слышать и чувствовать его. И вот проходит время, когда ее не стало, мы с коллективом посетили семью. Как мы вспоминали Галину Константиновну. У нее есть дети, дай Бог им 100 лет жизни. Вот там они нам пожаловались на нее. Ну, в каком вот у них такой посыл был к нам, к учителям. Не поступайте так, как наша мама поступала. Она всю себя отдавала вам, а на нас у нее времени не было. Вот вы можете назвать этого учителя не учителем, не настоящим? Нет, это настоящий великолепный учитель. И зачастую, к сожалению, у них вот сложные истории у учителей бывают. Вот возьмем Марию Монтессори. Она вынуждена была отдать своего ребенка, ни одного, в лицей-интернат. При этом она писала о любви, о различных методиках к детям. Но то было другое время, сложное. И моя первая учительница также в сложное время нам преподавала. Это было послевоенное время. Мы дети войны. Возвращаясь к этому, опять-таки, вот тезису или интересному вопросу. Так могут ли все эти профессии, вот эти люди, которые занимаются различной деятельностью, одинаково воспитать ответственного человека? Хорошего, порядочного? Нет. А что для этого нужно делать? Для этого есть школа. Школа – это место, которое уравнивает всех. Идея школы в этом заключается, где
богатый, где ребенок из богатой семьи уживается с ребенком из семьи, например, крестьянской семьи, которые далеко не бизнесмены. И они сидят за одной партой, и у них возникают общие интересы. Именно школа должна объединять таких детей, вот такое общество разрозненное, казалось бы. Как показывает практика, моя личная, это моя гипотеза, пусть останется гипотезой. Возможно, многие будут недовольны этим, но я все-таки смело возьму смелость на себя и скажу, что ввиду своей деятельности директором школы у нас был план. Да, у нас были планы, когда мы посещали те или иные классы. Мы проверяли деятельность учителей, мы проверяли деятельность детишек, то есть их качество знаний. Да? И вот посещая классы, и я сам преподавал в этих классах, я пришел к интересному такому выводу. Вы заходите в первый класс, дети шустрые, яркие, эмоциональные, как правило все. Вы приходите в 5 класс, уже наблюдаем несколько человек за последней партой, молчуны, молчат, лишь бы их не услышали, не дай Бог их спросят. А в 5 классе такой переход болезненный возникает для некоторых детей, когда уже педагогов несколько, а значит и требования разные. Разные специалисты, разные люди, разное содержание внутреннее и внешнее в том числе. И ребенок должен уметь подстраиваться. Но все 4 года его не учили подстраиваться. Все 4 года он был с одним учителем. И он полюбил до безумия эту учительницу. Она весь его мир. И в некоторой степени мир его рушится в 5 классе. И здесь справедливо заметят некоторые, когда скажут: Саид сделал из детишек прям слабеньких детей, и мы там чем только не занимались, нас ругали, все было хорошо. Нет, дорогие друзья, как раз таки это далеко не так. Все наши комплексы во взрослой жизни, они связаны именно с начальной школой и в последующем школы. 11 лет – это существенная часть нашей с вами жизни, где формируются наши взгляды. И эти взгляды формируют наши учителя, наши родители, наши товарищи, родители наших товарищей. Вот какое формирование происходит в это время, это для нас должно быть очень важно. Мы должны следить за своей речью, за тем, как мы стоим, взрослые люди. И казалось бы, то, что сегодня является для нас мелочью, это очень сильно влияет на ребенка. Есть дети впечатлительные, а есть дети, которым все равно. Казалось бы, все равно. Но это на первый взгляд. Но когда вы начинаете изучать, погружаться, проводить беседы с этими детьми, казалось бы, абсолютно не эмоциональными, и ты понимаешь, насколько ребенок в себе замыкается. Когда я преподавал обществознание, я преподавал в 9, 10 и 11. Соответственно, когда вы не знаете базовый уровень начальной школы, среднего звена, вы в 9 классе только знакомитесь с детьми. Только в 9 классе. До этого вы понимаете, да, о всех детях, так или иначе, хорошистов и отличников, вы также погружаетесь, вы также изучаете их личные дела, но во всяком случае я так делал, интересовался жизнью, но не так глубоко. Когда вы преподаете, или когда вы классный руководитель, вы погружаетесь в жизнь каждого ребенка. И, может, даже примеряете их жизнь на себя. И думаете, как ему помочь. И в некоторой степени вы начинаете защищать этого ребенка, где-то даже оправдывать. И это неплохо. В 9 классе я обнаруживал, что у меня, скажем, есть актив, 4 из 15 детишек, скажем, 4 очень активные, 8 человек пассивно активные, остальная часть абсолютно неактивные. И вот ты думаешь, в чем же проблема? Проблема и в психологических проблемах существует. Какие? Именно барьер. Возможно, в 5, 6 когда-то посмеялись над этим ребенком. Класс. Он не так ответил.
А это была, наверное, его попытка первая, когда он единственный раз подготовился. А потом он понял для себя, зачем мне это нужно. Я говорю именно о таких случаях, и они зачастую невооруженным глазом, ну, можно их не заметить, особенно в тех классах, которые перегружены. Ну, когда классы перегружены, и когда на учителя тоже социальная нагрузка, домашние дела, вот это все накапливается, плюс маленькая зарплата, он не способен, он выгорает. И таким учителям я даю не больше 3 лет. 3 года они выгорают. Полностью выгорают настолько, что они не хотят возвращаться в школу. Ты говоришь о высокой миссии педагога. Но как выполнить эту миссию на практике, когда мы сталкиваемся с системным кризисом? Сейчас в школах острая нехватка учителей, молодые специалисты не идут в профессию. Как ты видишь вот корень этой проблемы и возможные пути ее решения? Арина, самое главное, когда мы говорим о каких-то проблемах, очень важно, мне так кажется, ну я так привык, анализировать эту проблему не только с точки зрения сегодняшних реальностей, вот сегодняшних реалий, да, 21 век, техника развивается, а немножко возвращаться в историю. Потому что история нас многому учит. И мы почему совершаем ошибки? Когда мы не делаем выводов. Мы просто почитали историю, не углубились, хорошо, но мы не сделали выводов. А когда выводов нет, вы поступаете на те же грабли. Вот, ну опять-таки, это мои мысли, я могу быть неправ. Однако я убежден, что в этом случае я прав. Берем Советский Союз. Опять я возвращаюсь, извините, я растягиваю свои ответы, но мы берем Советский Союз. Согласитесь, что экономика Советского Союза не сравнится с экономикой Республики Абхазия, это очевидно. Первый фактор мы уже отметаем, то есть здесь мы не тянем, мы экономически не тянем вкладывать в такие же грандиозные масштабные проекты, в которые вкладывал Советский Союз в Республике Абхазия. Хорошо, отлично. Экономические вопросы мы отсеиваем, и здесь мы отчасти согласны с некоторыми чиновниками, с людьми, педагогами, и не только педагогами, с общественностью. Есть, да, часть общества, которая оправдывает наши промахи тем, что у нас финансирования нет, мы не можем содержать школы. Вот такая проблема. Но причина, по которой педагог уходит, потому что существует противоречие формаций. Что такое формация? Исторических формаций и государственного устройства. Советский Союз у нас что? Социализм, коммунизм, социализм. Девиз. Мы работаем и живем на всеобщее благо. Протяни руку помощи ближнему. Спорт, как бы девизы, да, такие. Спорт, учеба, наука, работа. Это девизы коммунизма, социализма. Но Абхазия стала независимой и в некоторой степени отказалась от социализма. Мы пошли по немножко другому пути, по капиталистическому пути. А капитализм у нас, нынешний этап, я называю его, этот этап, через который прошли все страны мира. Франция, Соединенные Штаты Америки, они в одночасье не стали капиталистами. В лучшей форме капиталистической, которая нам рекламируется, так скажем. Изменилась формация. Если ты заметишь, Арина, то сегодня у нас встречают по одежке и провожают по одежке. Сегодня у нас важнее дорогой телефон, хорошая машина, то есть капитал. И для нас стало не то что модным, стало нормальным, что главная цель – заработать денег. Соответственно, изменилась формация, подходы в обществе и уклад жизни в обществе, он реально изменился. Давайте не будем себя обманывать. А так как он изменился, значит, нужно менять подходы к школе. Теперь представьте себе, что мы учителю говорим, то есть у нас требования к учителю социалистического периода социализма. Учитель, ты должен служить государству. Да, мы тебе благодарны, ты самый лучший. Ты лучше всех нас.
ты воспитываешь нашу нацию. Мы такие вещи слышим. Вы знаете, я был бы не против не слышать это все. Просто дайте мне достойную зарплату. Все. И вот вам, и я буду выходить в мир капитализма и как учитель понимать, что мой ребенок будет жить в достатке. Потому что я готов и днем, и ночью вкалывать, работать, получать знания, получать второе образование, поступать в аспирантуру, заниматься исследовательской работой, жить жизнью своих детей в школе, заниматься научной деятельностью и выстраивать систему образования. И вот эта формация изменилась, а молодежь, она родилась в капиталистической формации. И сегодня взывать к совести, говорить, что молодежь в чем-то виновата, мы не имеем права. Мы к молодежи, которая живет в капиталистической формации, накладываем требования социалистической формации, где говорим долг, государство, патриотизм. К сожалению, с капитализмом они не бьются. И вот здесь возникает противоречие, когда учитель попадает в сложный класс, назовем так, да, когда не хватает знаний и опыта, мы называем классы сложными. Когда знаний и опыта хватает, то мы начинаем работать, погружаться, между собой, между учителями, справедливости ради, мы можем пожаловаться друг другу, но все равно мы проводим определенную работу. Вот именно в этом кроется вся наша беда. Мы должны перестать ссылаться на то, что мы не можем, что заработная плата – это не главный фактор. В капиталистическом мире это главный фактор. Если мы вернемся к социализму, и когда любого ранга чиновник, и не только общественный деятель, тот же депутат, когда он спускается с ленд-крузера своей машины в дорогостоящем костюме и говорит: учитель, ты самый лучший, мы тебя любим, а учитель не знает, как добраться до дома в дождь. Согласитесь, контраст, это как минимум смешно. Извините за мою резкость и бестактность. Саид, что стало для тебя ключевым импульсом, чтобы перейти от написания книги о воспитании к реальной политической деятельности? Вначале, Арина, ты знаешь мой небольшой путь, и не только в политике. Это очень громко сказано, честно, я себя не считаю политиком, но я был вынужден принимать участие в некоторых процессах. Ты знаешь, это были вопросы апартаментов и инвестиционной деятельности. Сейчас вдруг стало все хорошо, и мне приятно, что мы совместно с Атгуром Ардзанба, за которого мы шли, и все еще мы в команде. Я бы хотел сказать, что наш же путь не принципиально оппозиционный. Мы же не просто у меня нет такого, чтобы я и днем, и ночью думал, как бы власть споткнулась, да, и как бы найти повод для того, чтобы критиковать ее. А я больше тебе скажу, Арина, я каждый день мечтаю и прошу Бога, чтобы наш президент, а он наш президент, был мудрее своих предшественников. Неважно кого, просто мудрее. Потому что это наша страна. Мне некуда бежать, мне некуда идти. У меня нет другой страны, у меня нет другой столицы, у меня нет другого дома. У меня есть моя семья, мои дети, бытовые проблемы, мои какие-то идеи, чаяния и так далее. Но от этого не значит, что я где-то буду выискивать что-то. Однако, если еще раз придется по таким вопросам, не хотелось бы снова выступать, мы снова будем это делать. Это очевидно должно быть для всех. Никакие пряники, должности и все что угодно, ничего не заставит меня и моих друзей, товарищей с этого пути свернуть. Именно по принципиально таким важным позициям для нас.
А касаемо того, почему я в политике оказался. Просто я работал в школе, потом конкурс гордости Абхазии. Так получилось, что я оказался в 5 победителей. Потом были проекты. Был проект под гордость Абхазии, потом был проект, медийный проект, где я создавал площадку, работал над ней, ассоциация учителей, приложение Сура. Когда я понял, что они не особо востребованы, что меня тянут в политику, когда я понял, что просто ребятами, такими как и я не считал, что я достоин того, чтобы поучать чему-то людей, в тот момент я думал, что мне нужно набираться опыта. Немного поработав, я понял, что впереди ожидают нас серьезные, проблемные вопросы, на которые нам нужно всем обществу стоит отвечать. А теперь, если еще глубже о причинах того, почему я оказался в политике, и сегодня я ею, так или иначе занимаюсь, она более глубокая, не такая поверхностная. Если мы с тобой возьмем начало, период времени с Первой мировой войны и заканчивая сегодняшним днем, то буквально каждые 20, 30-50 лет Абхазия переживала кризис. Это война, это репрессии, это выселение, и, соответственно, Отечественная война. Великая Отечественная война, большие потери. Переселенстрой, запрет на изучение абхазского языка, вплоть до смерти Сталина. Уничтожение нашей нации, лучших умов, репрессии, до этого 37-е годы, до этого. Потом, не надо забывать афганскую войну, в ней тоже принимали участие более 300 жителей Абхазии. И после афганской наступает 92-й год, 3-й год. Война за... Это не война даже, я бы так сказал, да? Это мы отстояли свою родину, свою независимость. Ведь мы тогда не хотели выхода из состава Советского Союза. Мы просили остаться, но нас не послушали. И почему я об этом говорю? Как ты думаешь, Ирина, если у тебя за дверью человек с топором, ты живешь, ты будешь спокойно растить детей? Ты будешь спокойно ходить по ресторанам, по кафешкам, говорить о высоких вещах, выступать, петь, танцевать? Да, это обычная жизнь, и это тоже нужно. Ацки, бзи, цупры, готапсва. Но у нас человек с топором за дверью. Может быть, даже с автоматом. Это наш враг. И врагов у нас немало, я хочу сказать. Так у меня вопрос. Может быть, для меня лично является непозволимой роскошью думать только о том, как построить себе бизнес, как себя хорошо чувствовать, вот так, чтобы материально выпрямить спину. Вопрос в другом. Я хочу этого, конечно, хочу. Кто этого не хочет? Кто не хочет жить хорошо? Но я, когда себе задаю вопросы, что человек стоит с топором там за дверью, почему я так расслабленно живу? На что я рассчитываю? Почему дорогая свадьба важнее здоровой нации? Наша действительность, наш капитализм, вот этот, извини за выражение, разврат, по-другому я не могу сказать, вот который происходит, вот этот извращенный капитализм, он разрушает наши институты. То, что происходит сейчас с Израилем, с Палестиной, я не буду комментировать. Я просто хочу задать вопрос. Израиль выстроил другую систему военного управления. Мы можем критиковать, мы можем говорить все, что угодно. Сегодня они настолько подготовлены, да, при поддержке Соединенных Штатов. Это мы тоже понимаем, но нас поддерживает тоже великая держава. Но в отличие от Израиля мы расслабились.
Я так считаю, мы расслабились. И вот только потому, что мы не можем расслабиться, я не могу себе позволить, да, у меня бывали мысли, уйти от всего, ничем не заниматься, думать только о себе. Не получается, я все равно к этому возвращаюсь. Я понимаю, что вот что я оставлю своим детям? Высокий забор, гостиницу, которая их не спасет. Вы видите, что произошло с Палестиной. Ну, это очевидный факт, что происходит в мире. Мир горит, пылает, наши братья погибают. Да, мы должны играть свадьбы. Кто против этого? Дай Бог, чтобы у нас больше было свадеб, больше детишек рождалось, больше семей было. Но однако кризис институциональный, института семьи кризис у нас присутствует? Присутствует. Мы должны что-то с этим делать? Должны. Мы должны говорить о здоровье нации? Должны, обязаны об этом. Не то, что говорить, мы должны действовать, чтобы сегодня, когда возникнет необходимость встать под штыки, чтобы все встали как один. Понимаете? Все стали как один. Чтобы были подготовлены. Как думаешь, вот мы с тобой идем, такой пример приведу. Вот, или я один иду, да, например, и меня кто-то хочет ограбить. В каком случае ему будет легче меня ограбить? Когда он знает, что я абсолютно не готов, я рассчитываю на друга, который бежит мне на помощь, а я не знаю, он вообще прибежит, не прибежит, как там. Но на словах вроде бы да. Или если я сам буду подготовлен, даже он знает, что меня победит, но знает, что я буду сопротивляться. Вот слова Дharmita Гулия: лучше погибнуть свободным, чем жить, оставаясь рабом. Ну, если я знаю, что, пусть мой период времени, богатый период времени, я его проживу хорошо, но это не гарантия того, что мои дети и внуки проживут. Какие самые наболевшие вопросы, значит, в вашем округе, и что конкретно ты предлагаешь для их решения? В округе одна самая такая глобальная проблема – это свалка. Это свалка, наверное, вы не слышали, вот в Гагарском районе именно она долгое время дымила. И она стала настолько масштабной, что одно время уже и дотягивалась до кемпинга, то есть до Гагры, вплоть до Гагры. И до нашего района в том числе. Наш округ 5-й, это Алахадзе, туда входит 2 участка. Это непосредственно Алахадзе и цитрусовый совхоз. Помимо свалки, я, кстати говоря, должен отметить, что один из кандидатов, Шерматова Руслан, а до этого не кандидат, Химцакиут, это нужно отметить, они активно занимались вопросами решения вот этой свалки. И буквально недавно, пару месяцев назад, собирался актив, и они отправились, насколько мне известно, к президенту, держали на пульсе, до сих пор держат эти вопросы, и благодаря им эти вопросы частично решились. В каком смысле частично? Сегодня свалка, благо, не дымит, дети могут свободно играть, но в Алахадзе все еще остается актуальная проблема подтопления домов, такие хозяйственные бытовые проблемы. Соответственно, это дороги, это освещение, участок, в котором я проживаю, цитрусовый совхоз. Это, конечно же, и в Алахадзе в том числе, это наличие детского сада у нас есть. У нас есть дом культуры, который когда-то был продан, и желательно, чтобы он стал тоже государственным. Люди, которые меня поддержали, инициативная группа, мне доверили фактически решение этих вопросов. Но я могу сказать следующее, что депутат — это не только завхоз. Депутат — это тот, который представляет интересы своих избирателей, тесно с ними сотрудничает. Мой проект связан с образованием, со спортом. У меня есть друзья-товарищи, есть друг Канджари Дишари-Дишерович, мастер спорта Республики Абхазия. Он сам вкладывает душу в развитие дзюдо и самбо в нашем округе, кстати говоря. Построил большой спортзал. Мы чем можем, помогаем развитию спорта в том числе. Но благодаря таким людям, как Эдик, благодаря таким людям, как Руслан Шарматава, которые активно высказывают свою позицию, действуют, у нас есть подвижки. То есть, конечно же, без минусов никуда.
Однако я считаю, что я могу принести пользу. Если вдруг я не стану депутатом, ничего страшного, я как отстаивал свою позицию людей, с которыми я проживаю, я всегда это буду делать, готов. Как ты планируешь организовывать свою работу, чтобы оставаться на связи с людьми? Я частенько выступаю, соответственно, труда мне не составляет для того, чтобы связываться со своими избирателями, гражданами. Более того, я их брат, друг, сосед, там много моих выпускников, там много моих родителей. Достучаться до меня не составит труда. Однако я планирую системно развивать эти встречи. Наша команда планирует. У нас есть при администрации есть помещение, где мы можем их содействовать, регулярно встречаться с избирателями и информировать о всех заседаниях, которые проходят в районе, какие вопросы решаются, собирать заявления адресные, да, обратную связь давать, способствовать, может быть, адресной помощи, потому что в районе формируется бюджет, который направляется и на адресную помощь, способствовать тому, чтобы, возможно, этот бюджет тоже увеличивался. Мы вернемся к твоей книге, такое заключение. Вот у тебя сейчас есть возможность донести только одну мысль из твоей книги до каждого родителя-педагога в нашей стране. Вот какая это мысль? Самая примитивная для меня, наверное, но она очень важная. И эту мысль я хочу донести не только до педагогов и учителей, в первую очередь до детей. И чтобы родители детям сказали, и чтобы педагог понял всю суть, содержание этого, посыл, который у меня написан в книге. Школа — это место, где можно ошибаться. Дом — это место, где тебя любят, где тебя ждут. И если этого не будет, то значит все, что мы делаем, напрасно. Вот самый главный посыл. Саид, где наши зрители могут приобрести твою книгу? Буквально недавно 10 книг я сдал в библиотеку Гагрского района. Там 2 библиотеки, в центральную библиотеку сдали. Вы можете обратиться туда, зайти в читальный зал, почитать, взять домой. И буквально завтра уже часть книг будет передана еще и в библиотеку Гудауты. То есть и там тоже вы можете ознакомиться с этой книгой. Если у меня получится, конечно, я в библиотеке Сухума тоже сдам. И для меня очень важно, дорогие друзья, читатели, я не жду похвалы, не для этого книга эта была написана. Я хочу, чтобы вы взяли смело ручку, можно и карандашик, если вы прям сильно заботитесь о книгах. Но эта книга пусть будет вашим ежедневником. Вы можете зачеркнуть то, что вас не устраивает, но обязательно впишите, чего вы хотели там добавить. И я, наверное, выложу почту, и пусть люди туда пишут все свои замечания. И мне нужно, чтобы эта книга стала поводом для обсуждения. Пусть эта книга станет поводом для критики, пусть эта книга станет поводом для похвалы, пусть эта книга станет поводом для написания еще сотен таких книг более опытными педагогами и родителями в том числе. Вот чего я жду. Дорогие зрители, давайте подведем итоги нашей сегодняшней встречи. С одной стороны, мы открыли для себя глубокую книгу «Рождение человека», манифест в защиту детства и разумного подхода к воспитанию. С другой стороны, мы познакомились с человеком, который не боится брать ответственность и идти со своими идеями в большую политику. Между строк этой беседы я прочитала главное. Теория без практики мертва. И наш гость показал пример того, как можно и нужно воплощать свои убеждения в жизнь. Я благодарна тебе за этот честный и глубокий разговор. Надеюсь, он заставит задуматься и вас, дорогие зрители. И не забудьте найти книгу «Рождение человека». Это отличный повод для семейного диалога. Дорогие друзья, с вами был «Голос за кадром». Спасибо, Саид. Абзирас. Абзирас.